Съемки документального фильма о первом президенте Чечни начались с мемориального комплекса «Аллея славы». Здесь журналистами, членам делегации, в составе которой депутаты Южно-Казахстанской области, организаторы провели небольшую экскурсию. Побывали гости и в музее, где узнали много нового и интересного о деятельности Ахмата Хаджи Кадырова. Вот фотографии как раз-таки сделали именно в Средней Азии. Отец Абдулхамид поехал к сыну в годы учебы. Также вот эти фотографии, вам они очень близки, отражают именно вот этот период, который он провел именно в Бухаре и в Ташкенте. Посетила делегация и первый лицей имени Назарбаева. Один из эпизодов фильма будет снят в этом учебном заведении. Основная же часть съемок уже прошла в казахстанском селе, где когда-то жил Ахмат Хаджи Кадыров. Молодое поколение не знает Великой Отечественной войны, они не знают депортацию, поэтому мы решили создать документальный фильм о первом президенте Республики Чечни. Вот почему? Потому что наш казахстанцам рассказать, как это была депортация, как он родился в Казахстане, как он формировался, он учился в Бухаре, мы тоже в Бухаре будем. В основу фильма легли события из жизни первого президента Чеченской Республики. В документальной ленте журналисты также расскажут о теплых отношениях, которые сложились у Ахмата Хаджи Кадырова с Нурсултаном Назарбаевым. Фильм называется «Первый президент». Первый президент – это внутри будет наш казахстанский президент и чеченский президент. Обе же они наш первый президент, да, параллельный. И поэтому мы снимаем вот этот фильм и будем показывать это Южно-Казахстанской области. Южно-Казахстанской области у нас есть население 3 миллиона. И вот этот фильм будет смотреть 3 миллиона народы. Узнав о том, что в Грозном есть дом, называемый в народе казахским, съемочная группа сразу же отправилась полюбоваться этажкой. Красота и ухоженность вокруг приятно удивила гостей. В Грозном съемочная группа пробудет еще 2 дня. За это время авторы фильма планируют побывать в родовом селении первого президента республики Центарое, а также посетить литературно-этнографический музей в Шелковском районе. Динара Муратова, Таймир Хаджиев, Дени Хавхаров. Новости.